Черное озеро, Казанская Лубянка, улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Начало 90-х. Время, насыщенное политическими событиями и противостояниями. На одной чаше весов генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и привилегии номенклатуры, на другой – Борис Николаевич Ельцин и передача власти и государственной собственности в руки олигархов. Радикальная реформа госустройства привела к тому, что 22 сентября 1993 года Верховный Совет РСФСР объявил о прекращении полномочий Ельцина в связи с нарушением Конституции. В ответ президент расстрелял здание парламента из танков, что привело к человеческим жертвам. Борис Ельцин приступил к шоковой экономической терапии. Его указ о либерализации цен привел к тому, что сбережения граждан обесценивались, а курсы валют росли ежедневно. Каждый, кто был в 90-х в сознательном возрасте, помнит ваучер. Его можно было обменять на акции понравившегося предприятия и получать дивиденды. Где же те ваучеры? Где те дивиденды? Халявщик ты, Ленька, оболтус. Ты забыл, чему нас отец с матерью учили? Честно работать. А ты тут бегаешь, суетишься, акции покупаешь. Я не халявщик, я партнер. Характерным явлением ельцинской эпохи стали финансовые пирамиды. Самое мощное из них – акционерное общество МММ, обещавшее доходность до 1000%. Народ поверил, и потекли деньги в карманы Мавроди. Число вкладчиков достигло от 2 до 5 миллионов. 4 августа 1994 года акционерное общество МММ рухнуло. В этот день ОМОН штурмовал центральный офис фирмы на Варшавском шоссе Москвы, после чего вскрылись нарушения налогового закона, а руководитель акционерного общества Сергей Мавроди оказался за решеткой. После краха МММ около 50 инвесторов, потеряв сбережения, покончили жизнь самоубийством. Но как грибы после дождя начали появляться сотни, тысячи подобных проектов. Хопер Инвест, Властелина, Тибет, Роника и другие. Ранним утром 21 декабря 1994 года Галина Иванова шла на работу. В железнодорожном тупике поселка Левченко Московского района Казани наткнулась на 3 мужских трупа. 2 из них лежали в снегу лицом вниз, а 3-й виском на рельсе, примерзнув окровавленными волосами к холодному металлу. В декабре 1994 года рано утром в составе следственно-оперативной группы я выехал на осмотр места происшествия. На подъездных железнодорожных путях в поселке Левченко были обнаружены трупы 3 мужчин с огнестрельными ранениями. Помнится, что стояла очень морозная погода, и в связи с чем приходилось пользоваться простым карандашом, так как шариковые ручки на морозе просто замерзало. Поэтому дело, что запомнилось, вот вечером уже ехали, значит, Амиров Кафиль Фихразевич, следователь по особо важным делам Онищенко Александр Владимирович. Он принял дело к производству. И водители. Вот просто ехали, я сидел в машине и, значит, вот говорю, а вы знаете, вот как раз стреляли в машине, то есть получается, вот, по осмотру, 2 с одной стороны, то есть водитель и пассажир с задней, и 1 спереди, то есть стреляли с того места, где в правом углу сзади. Вот эта версия потом подтвердилась. Приехавшие на место оперативники зафиксировали огнестрельные ранения головы. Гильзы отсутствовали, следов крови на снегу было немного. Зато остались отпечатки протектора легкового автомобиля. Уехавший на нем убийца даже не взял у потерпевших золотые цепочки и $2500 США. После вскрытия в морге в их черепах были обнаружены пули от пистолета ТТ. В баллистической экспертизе есть несколько разновидностей, каждая из которых выполняется в несколько этапов. Скажем, если оружие с места происшествия не изъято, а изъято только пули и гильзы, то эти пули и гильзы со следами оружия обычно сопоставляются между собой для установления факта выстрела
этих пуль и гильз в составе патрона из одного и того же экземпляра оружия. Такое сопоставление производится при помощи специальных сравнительных микроскопов. Если обнаружено еще оружие, то из такого оружия проводится экспериментальный отстрел, делается специальная вытяжка содержимого канала ствола, остатки сгоревших порошинок, частички металла, все, что там осталось. После этого производится экспериментальный отстрел заведомо исправными патронами заводскими, после чего следы оружия на экспериментально-стрельных пулях точно так же сопоставляются со следами канала ствола на пулях, обнаруженных на месте происшествия, для того, чтобы сделать однозначный вывод, из этого ли оружия стреляна данная пуля в составе патрона или из другого. Вечная дилемма: украшать ли тело татуировками, модными или традиционными, цветными или black work. А вот для сотрудников уголовного розыска татуировки, вернее наколки, всегда были хорошей подсказкой при установлении личности. Тело одного из найденных парней было густо покрыто синими татуировками. На плече красовалась роза с буквами «Лев», на руках перстень и 5 точек, на бедре крест, а на ногах целый диалог «Вы куда? В постель к любимой». Особые приметы позволили идентифицировать их владельца как 24-летнего члена казанской группировки «Низы» Владимира Марьяшева по кличке Бабон. Чуть позже, благодаря сюжету криминальной хроники телекомпании «Эфир», были опознаны остальные. Ровесники Марьяшева, Рамиль Гайнуддинов, Рама и Павел Федоров, Паштет, также относились к данной группировке. У всех троих потерпевших, одетых в дубленки и норковые шапки, имелись удостоверения фирмы «Роника» и даже пропуска для проезда в Казанский Кремль. «Роника» – индивидуальное частное предприятие, созданное Андреем Комаровым в Екатеринбурге в 1991 году. В Москве индивидуальное частное предприятие появилось в 1992 году и занималось продажей холодильников «Норд». Для привлечения средств «Роника» в ноябре 1993 года начала продажу векселей. Вклады принимались на 3 месяца под 70%, на 6 месяцев 190%, 9 месяцев 390%, на год 735%. Рост поступлений начался с 1994 года, и его пик пришелся на апрель-август. Предприятие Комарова пришло в Казань в мае 1994 года. И поначалу все шло хорошо. Граждане, однажды получившие солидные проценты, оставляли свои деньги под новые обязательства и даже приводили знакомых. Вскоре пришлось открыть еще 3 офиса. Если в июне принятые от населения вклады измерялись миллионами, то к октябрю это были уже миллиарды. В ноябре 1994 года выплаты внезапно прекратились. Офисы филиала стали осаждать тысячи недовольных. Руководители филиала Анатолий и Виктория Разумные терпеливо разъяснили, что не могут вернуть деньги, потому что головной офис в Москве перестал финансировать регионы. Из показаний Анатолия Разумного: погибшие в Левченко парни являлись работниками службы безопасности или, как говорили в то время, крышей предприятия. Все трое ездили на служебной ВАЗ-21099 вишневого цвета, которая пропала сразу после убийства. Первая версия преступления была связана с финансовым кризисом в самой Ронике. После ее ревизии выяснилась недостача в 218 миллионов рублей. Именно эту сумму погибшие получили в качестве инкассаторов от вкладчиков в канун ноябрьских праздников и, предчувствуя обрушение пирамиды, не сдали деньги, как обычно, в банк. На требование руководства компании начальник службы безопасности Павел Федоров категорически заявил о том, что не собирается возвращать долг. После столь резкого разговора Паштет уехал и больше в офисе не появлялся. Наряду с конфликтом внутри Роники отрабатывались и другие версии. В августе 1994 года в офис фирмы, что на улице Журналистов, заявились несколько молодых крепких парней из другой казанской группировки «Алтай».
Ребята в красных пиджаках и с большими массивными золотыми печатками объяснили директору фирмы, что на подконтрольной территории работать нужно только с ними. Но мгновенно подъехавший Федоров с сопровождением навсегда отвадил незваных гостей. Подобных выяснений было множество. Следовательно, и убрать троицу поводов было предостаточно. В ходе следствия выяснилось, что старшим в тройке был Федоров, тайно дававший деньги Ронике в долг широкому кругу лиц под 1% в день. Когда-то он с отличием закончил Казанский речной техникум, успел побывать в навигации за границей СССР и дважды поступал в МГИМО. Паштет не пил и не курил, при этом пояснял Бабону и Раме, что настало время зарабатывания больших денег, и нельзя его тратить на вредные привычки. Жены покойных припомнили, что незадолго до гибели мужья ездили требовать долг у какого-то парня из группировки «Кинопленка». Но, к сожалению, ни одна супруга не видела должника в лицо. И тут же вышли на подозреваемых, там, то есть установили личности убитых, а потом уже, как обычно, там ближайшие связи их, и как-то вот так вышли. То есть оно не тянулось, там некоторые годами дела тянутся, расследуют, находят подозреваемых, а это тут... То есть близкое окружение потерпевших было, и поэтому как-то сразу вышли. Второй подошел. Лавина арестов и обысков захлестнула всех, кто когда-либо попадал в список данной ОПГ, включая ее лидера Ильфатея. Не обошли стороной и Низовских во главе с Тагиром Маленьким. Один из соратников последнего, Игорь Суров, рассказал о том, что в трагический вечер был четвертым в машине Федорова и тоже ехал получить долг с того самого парня с кинопленки. В пути, увидев ехавший по двору желтый УАЗ с синей полосой, Суров вышел из машины, дабы избежать встречи с преследовавшей его по любому поводу милицией. Обойдя стражей порядка с внешней стороны дома, обнаружил, что товарищи не дождались и уехали втроем. Суров указал на дом на улице Восстания, в котором и жил должник. Был проведен поквартирный обход, в ходе которого удалось установить, что возможным киллером является несудимый ранее Айрат Валеев. В день убийства он скрылся с постоянного места жительства. Из ориентировки МВД Республики Татарстан. За совершение преступления разыскивается 21-летний Айрат Валеев. Одет в синюю олимпийку Adidas с красно-бело-зеленой отделкой, синие спортивные штаны, темную кожаную куртку, вязаную шапочку и зимние ботинки. При себе может иметь пистолет ТТ. Со слов соседей и родителей, Айрат был вполне законопослушный парень. В детстве играл в футбол и баскетбол, учился в школе с углубленным изучением английского языка. Товарищи характеризовали одноклассника как человека с железными нервами. После школы, хорошо разбиравшийся в электронике, Айрат нигде не работал, а на вопросы матери с улыбкой говорил, что является заместителем коммерческого директора производственного объединения «Тасма». Отсутствие постоянного источника дохода вынуждало его занимать деньги у родственников. Валеев все-таки по спискам у нас на то время значился как член группировки. Терпевшие, как я говорил, были, скорее всего, коммерсантами от преступных группировок. Задержанный сообщил, что действительно занимал деньги, которые отдал Марьяшеву, Гайнудинову и Федорову 21 декабря. Во время обыска у Валеева была найдена связка ключей от автомобиля ВАЗ. Параллельно в квартире Паштета был изъят комплект запасных ключей к служебной вишневой девятке. Оба набора сравнили на глазах у задержанного, и когда ключи совпали, Валеев написал явку с повинной в тройном убийстве. Со слов новоиспеченного киллера, в августе 1994 года он просил у Федорова Марьяшева 5 миллионов рублей. Айрат погряз в долгах. Нигде не работал, но семерку за 2 миллиона купил. В банк внес лишь 500 тысяч, а 1,5 миллиона обещал отдать позже. Ребята из Роники пошли навстречу и дали на месяц 5 миллионов рублей под 1% в день. Не думая о том, как будет отдавать столь существенную сумму, счастливый автомобилист поехал в сервис, чтобы довести автомобиль до ума. 30 солнечных дней пролетели быстро, и в назначенный день и час бесстрашный Айрат, что бы вы думали, умудрился взять в долг еще 5 миллионов рублей на покупку КАМАЗа, обещая через месяц вернуть оба кредита с процентами. Но гиперинфляция помешала сбыться мечте. Незадачливый молодой человек не только не отдавал деньги,
но и не мог толком объяснить, где он их возьмет. Низовские доходчиво пояснили, что мириться со сложившейся ситуацией не намерены, и включили Валееву двойной счетчик из расчета 2% от занятой суммы в день. С этого момента Федоров и компания регулярно приезжали к нему, напоминая об обязательствах, возросших за это время до 18 миллионов рублей, и назначив крайний срок их исполнения – 20 декабря 1994 года. В то время очень легко было достать оружие. Ну, как-никак и чеченская кампания там была у нас, началась в 1994 году. Тем более Советский Союз распался. Из ближнего зарубежья оружие проходило. Бардак был на оружейных заводах в то время. Это мы помним, как по Ижевскому заводу там у нас целыми ящиками пропадало оружие. Тем более, как члены группировки, он мог себе найти каналы поставки оружия. Еще после первого займа в 5 миллионов рублей должник купил за $700 США пистолет ТТ. Когда приперли к стенке, он просто решил физически устранить кредиторов. Заехав за Валеевым, лихая троица быстро докинула его до Левченко, где тот вышел якобы за деньгами. Поехал с трупами по дороге. В это время, как он рассказывал, ПМГ то ли его обгоняло, то ли навстречу ему ехало. Вот в этот момент он говорит, я очень сильно испугался. А может быть, вполне и вероятно, что и, может быть, и сотрудники бы пострадали. Кто знает, как бы все, чем бы это закончилось. Тем не менее, сотрудники мимо проехали, и он больше, чтобы не рисковать, выехал, свернул сразу вот на эту трамбованную железнодорожную насыпь, она подъездные пути вот эти, и там сбросил уже эти все трупы. Вытащив трупы из забрызганного кровью салона, невозмутимый стрелок сел за руль и поехал в мало кому известный гараж. Оставив машину в надежном месте, Валеев двинулся к дому, по инерции захватив с собой автомобильные ключи. По пути он зашел в знакомую бойлерную смыть кровь. Как ни в чем не бывало, киллер вернулся домой и спокойно заснул рядом с женой. Наутро супруги спешно уехали в гости к друзьям. Во время следственного эксперимента Валеев предоставил на обозрение следователя вишневую девятку с пулевым отверстием на лобовом стекле. К тому времени биологическая экспертиза подтвердила наличие крови Федорова на автомобильных ключах, изъятых в квартире Валеева, а на куртке и джемпере обвиняемого возможная кровь Гайнутдинова и Марьяшева. Не нашли только пистолет ТТ. Со слов стрелка, он сбросил его где-то в районе разъезда Восстания. Я осматривал автомашину, в салоне которой непосредственно произошло это убийство. Данная автомашина была обнаружена в одном из боксов гаражного кооператива в Московском районе. Салон машины был практически залит кровью, были также сквозные пулевые повреждения. Кстати, надо отметить прекрасную работу оперативно-следственной группы. Достаточно быстро раскрыли это преступление. Это был судебный процесс. Он с самого начала вину не отрицал совершение вот этого тройного убийства. На следствии буквально он давал показания, что совершил убийство, поскольку не хотел возвращать вот этот долг, то есть корыстный мотив. А впоследствии стал утверждать, что на убийство он решился, поскольку боялся за жизнь своих близких и за свою жизнь. Ну, это он показания уже изменил в конце следствия в судебном заседании. Ну, этому мы дали оценку, то есть он пытался уйти от более тяжкого, допустим, совершения преступления, от мотива совершения преступления на менее тяжкого. Процесс по столь нашумевшему делу занял всего 3 дня и окончился ожидаемым смертным приговором, вынесенным 5 мая 1995 года. В последнем слове убийца просил прощения у матерей и жен погибших и даже обещал вернуть долг, хотя гражданские иски не заявляла ни одна из потерпевших. Еще жаловался на низовское вымогательство у него огромных процентов и пояснял, что убил бы столько человек, сколько бы приехало в Левченко. Выносить
скажем, очень тяжело такие приговоры. Во-первых, как бы то ни было, это судьба человека. Перед тобой сидит живой человек со всеми своими недостатками, со всеми положительными качествами. Ведь когда перед тобой сидит, он ведь и не подумает, что это преступник. Вот в частности Валеев обычно нормальный человек. Нормально закончил школу. По-моему, пытался даже получить высшее образование, насколько мне помнится. Вот. Но вот тем не менее, вот эти вот в 90-х годах, вот эти денежные отношения, вот эти вот деньги по главе этого угла стояли, вот это все. Вот. Всем хотелось легко жить и получить побольше, не работая. А так расстрел, конечно, очень тяжело выносить, потому что все через себя пропускаешь. Писать и оглашать, особенно это, когда оглашаешь приговор публично, тем более народу очень много, по таким делам набирается полный зал, это очень сложно. Но суровое решение суда было оспорено в Москве. 24 июля 1995 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации решила смягчить приговор и заменила казнь лишением свободы на 15 лет, приняв во внимание противоправное поведение самих потерпевших. Но это была не последняя улыбка фортуны, которой богиня удачи щедро дарила своему любимцу. 27 января 2005 года Айрат Валеев был условно-досрочно освобожден. С момента возвращения из мест лишения свободы Айрат Валеев к уголовной ответственности не привлекался. Завел семью и воспитывает детей. По иронии судьбы, на момент его освобождения новая фирма семьи Разумных располагалась в том самом печально известном поселке Левченко Московского района города Казани. А обманутые вкладчики, роники, до сих пор пытаются вернуть свои деньги.